Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Ирина Ефимова. Любовь – это не только когда бабочки в животе. Любовь – это когда вы вместе выбираете обои для ремонта и убиваете друг друга. Соответственно, и семья – это когда ты любишь человека даже в пижаме с дыркой на коленке после 10 лет брака и 3 детей. Звучит не так романтично, как в кино, но именно в этом и есть настоящая жизнь. В июле мы отмечаем День семьи, любви и верности. Сегодня в рамках эфира хотим отложить в сторону глянцевые стереотипы и поговорить о том, как на самом деле строить отношения в эпоху свайпов, личных границ и бесконечного стресса. Как понять, что ваш брак переживает кризис, а не конец? И можно ли починить то, что кажется сломанным? Об этом мы не только поговорим с моей сегодняшней гостьей, с экспертом, семейным психологом Аленой Шкулепо. Алена, добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот буквально вчера, 8 июля, мы отметили День семьи, любви и верности. Это наш ответ Дню Святого Валентина, да, я так понимаю, российский. Вот как психолог, скажите, вообще нам нужны такие календарные напоминания о любви, или это больше коммерческая какая-то история? Я думаю, что нужны. Мы же с вами в рутине живем, мы бегаем друг за другом, да, как-то. И не друг за другом, просто как-то живем эту жизнь. И вот такие воспоминания, напоминания о том, что, оказывается, надо еще так немножко в сторону посмотреть вокруг, с кем ты живешь, мне кажется, очень важно. А вот сама история Петра и Февронии, есть такое мнение, что если там покопаться, то там не все так уж радужно. Не все так, а в жизни вообще ничего радужного-то нет. Это все очень такая немножко история, основанная на человеческой сущности. Мы очень хотим красивую картинку, но реальная жизнь, она тоже в картинках, просто они чередуются, они не могут быть статичные, красивы всегда. Поэтому я уверена, и это даже здорово, если не все там идеально. Это как раз для нас, простых людей, говорит о том, что несмотря на то, что не все так идеально, все возможно. Но Феврония очень хотела замуж за Петра, и считается, в принципе, что в России женщины больше стремятся в брак, чем мужчина. Так ли это? Мне кажется, в любой стране женщины больше стремятся в брак, чем мужчины. Это как-то такая сущность и мужчин, и женщин. Ну, плюс, конечно, воспитанная история, да, потому что, ну, что бы мы с вами ни говорили, женщина рожает детей, женщина вообще создает вот эту всю семейную историю по большей части. Есть без мужчин, гарантия. понятно, невозможно. Ну, конечно, ей нужен человек, который бы помог ей это все потомство вырастить и пустить в жизнь. Но понятие «семья» за последнее время сильно трансформировалось. Что вот сегодня для вас и для ваших клиентов означает семья? Чем современная семья отличается от той, в которой жили наши родители? Знаете, я вот, честно, принципиальных различий сильно не вижу. То, что мы начали называть старые новыми именами, оно от этого, по сути, не поменялось. Понятное дело, что сейчас гораздо больше равноправия между мужчиной и женщиной, которое сейчас немножко вперекос неравноправия в другую сторону. Но это, как всегда, мы на что боролись, за что боролись, на то и напоролись. И отличие, наверное, что женщины были раньше более терпимы к отсутствию мужчины в семье. Сейчас менее терпим. Сейчас больше потребности, чтобы мужчина занимался детьми, чтобы он как-то больше включался. Да, вот как-то вот его присутствие желаемо больше. Сейчас вот эта необходимость. Раньше тоже женщины этого хотели, но как-то это принимали за данность, что вот он там мама-то добывает, а я тут бытом занимаюсь. Но опять же, это же очень индивидуально, зависит от каждой отдельно взятой семьи и их традиций. Но считается, что это поколенческое. Говорят, что вот миллениалы именно, они гораздо более включенные папы, чем предыдущее поколение, а вот зумеры так вообще будут распрекрасными отцами. Тоже слышала про это. Я немножко скептически к теории поколения отношусь, потому что, мне кажется, это вообще не только про историю и про возраст, это еще и про возраст, это еще про ситуацию, это про много что. Ну, конечно, потому что мы начали вот в эту сторону смещаться, и мы смещались. Ну, вот представьте себе, сейчас наступит другой исторический контекст, когда опять мужчины, к сожалению, к огромному в массе могут исчезнуть из нашей жизни, и у нас опять все перевернется. И мы можем вернуться в какое-то некое психологическое и социальное состояние, например, послевоенной России, когда мальчик на вес золота, когда мы пылинки сдуваем, когда действительно в этом есть необходимость, и когда женщины опять решают все вопросы. Ну и тогда опять мы выйдем на новый цикл очень похожих вещей. Вот здесь мы не особо-то уникальны, у нас история циклична.
Мгм. Один из 3 китов праздника — это верность. Вот как психолог, как вы это понятие расшифруете в эпоху Тиндера, соцсетей? Верность — это только про тело или это про эмоциональную эксклюзивность? Вы знаете, я иногда смотрю, когда передачи тоже с психологами, всегда читаю комментарии, в комментариях всегда пишут: вот ничего конкретного ты и не сказал, психолог. И здесь я тоже вам ничего конкретного не скажу. Верность — это ровно то, что считает конкретная пара. И в одной паре верность, даже написать кому-то смайлик, подмигнуть, уже считается, да, измена. А для кого-то и физический контакт с кем-то изменой не считается. Я думаю, что силу воздействия этого всего, и вообще этот термин можно расшифровать только так, как это трактует конкретная пара. И в этом месте как раз бывает множество трудностей, потому что когда мужчина и женщина встречаются, у каждого свое мнение на этот счет. И вообще-то на начальном этапе редко его кто обсуждает. Да? И женщина там предъявляет мужчине, потому что в ее Картине мира картине мира так. А он говорит: не вижу ничего такого, я с ней просто общаюсь, и у меня совершенно другая картина мира. Поэтому это вопрос, как они договариваются. Но на самом деле, конечно, верность, она бывает эмоциональная, бывает физическая, она бывает какая угодно, собственно, как и измена. Поэтому здесь зависит от того, какие последствия этих действий для конкретно взятой пары. Ну и самое главное — это договориться, да, словами через рот. Конечно, Образование пары. Да, да, да. Это то, что у нас очень редко, к сожалению, делается. Ну, это, наверное, человеческая такая способность. Мы же сходимся на каких-то приятных вещах, сначала на внешних каких-то моментах, на каких-то схожих интересах. И только потом, постепенно, почему у нас, например, кризис первого года жизни возникает? Потому что они сталкиваются с бытом. И вопрос-то не в быте, а вопрос в том, что у каждого свое представление, как его вести. И они на этом фоне начинают ссориться и иногда расходятся. А иногда переходит этот рубеж, как-то все устаканивается. И, например, когда ко мне приходит пара спустя 12 лет совместной жизни, вот я говорю: у вас кто мусор-то выносит? Она говорит: а мы так до сих пор не договорились. Я говорю: ну так вот пора уже садиться за стол переговоров, да, и какие-то совершенно, казалось бы, элементарные вещи начать договариваться. Уж потом про космические корабли, там, про какие-то там более серьезные материи и так далее. Нет, ну одно дело, не договорились, если каждый видит мусор и сразу его бежит выносить, а другое дело, не договорились, если постоянно из-за этого скандал. Да, конечно, мы разговариваем на месте, где есть трудность, там, где все хорошо, смысл это разбирать, потому что вы и так это все сделали, ребят, молодцы. Есть стереотип, что любовь убивает быт. Вот. Но на самом деле быт — это враг отношений или наоборот? Общее там, занятие на даче, стирка, готовка могут объединить. У семейных психологов всегда спрашивается не сколько вы в браке, а сколько вы живете вместе. Потому что именно с этого момента и считается начало серьезных отношений. Да? Потому что именно в этот момент люди друг об друга начинают обтесываться, да? Они выстраивают, они друг про друга гораздо больше понимают и знают, и они и себя тоже через это проверяют. Поэтому это в плюс. Однозначно. Потому что ты узнаешь человека, ты учишься его принимать. Это обоюдная история, это не только в одну сторону работает. И через это, конечно же, вы становитесь и ближе, и роднее. Потому что вы вообще много чего прошли. И понятно, что мусор — это такая ерунда, казалось бы, да? Но я видела, как семьи из-за банки кетчупа просто-напросто условно пытались разрушить. Ну, просто такой был маркер, с чего все началось, как это дальше начало развиваться. Последняя капля. Последняя капля, да. Вот. И вот я помню, как мне очень долго, полчаса мне рассказывали про этот вот кетчуп, и никак не могли выйти за рамки этого кетчупа. Вот. Поэтому я думаю, что это скорее все-таки в помощь. Если мы говорим про долгую жизнь, про развитие отношений, потому что в статичном состоянии быть невозможно. Если мы говорим про сближение друг с другом, про действительное узнавание друг друга. Ну вот вы сказали, что серьезные отношения начинаются с совместного проживания. А есть же такая форма, как гостевой брак вообще. Ну, есть. Например. Это тогда с точки зрения семейного психолога это не семья? Хороший вопрос вы задали, потому что я на эту тему думаю. Я думаю, что это такой способ не сближаться, гостевой брак. И это удобно, и это имеет место быть, и это выбор каждого отдельно взятого человека. Все зависит от того, какую потребность закрывает друг друга пара именно в таком формате жизни.
И если и мог, это имеет место быть. То есть мы опять возвращаемся к договоренностям. Здесь нет правил. Вот сколько бы мы с вами ни рассуждали и говорили, вот так хорошо, а вот так вот плохо, а вот здесь ужасно. Ужасно все, что выходит за рамки Уголовного кодекса Российской Федерации и вообще за какие-то моральные рамки. Вот это все ужасно. А все, что по обоюдному согласию, по договоренности, да что же в этом ужасного-то? Людям так хорошо. Причем обычно даже с гостевым браком, как и с любыми другими отношениями, это все равно какая-то цикличная история, которая будет трансформироваться. И в любом браке, живете вы вместе или вы встречаетесь раз в неделю, наступит момент, когда вы оба зададите себе вопрос, а дальше-то что? Ну вот, ладно, здорово, мы сейчас на этот период времени мы задачу закрыли. А дальше-то что? И как-то вот рождение детей в гостевом браке я, слабо представляю. Особенно с точки зрения детей. Тогда мы подходим к следующему компоненту. Семья — это еще и дети обязательно. Конечно. Или не обязательно? Не обязательно. Семья — это еще кто-то. Пара — и обязательно еще кто-то или что-то. Потому что обязательно нужно для развития что-то, что нам помогает объединяться, что нам помогает оставаться вместе. Домашний питомец? У меня была семья, они просто реально занимались разведением собак. У них не просто домашний питомец, у них питомцы. И вот ссорились они так, как если бы у них были дети. Если просто закрыть глаза и не услышать слово «собака», то как будто бы они ссорились из-за воспитания ребенка. Те же процессы. Совместный бизнес, совместное хобби. Да. Что-то, что заставляет быть вместе, развиваться и сближаться. Многие пары годами вместе живут, но при этом боятся себе признаться, что это уже не любовь, а привычка или страх перемен. Вот по каким симптомам человек может понять, что отношения себя изжили? Когда все равно. Когда тебе все равно? Когда тебе все равно и ему все равно. Вот просто все равно. Вот такое вот равнодушие. Потому что пока есть гнев, пока есть желание добиться, чтобы он или она дали мне то, что я хочу, пока люди ссорятся, то это еще не конец. Это кризис, это показатель, что можно с этим еще что-то делать. Мы сейчас за рамки выносим физическое и эмоциональное насилие, мы берем среднестатистическую семью. Да? А когда все равно? Мне все равно, пришел он, не пришел, ушел он, не ушел, как он себя чувствует. Мне просто все равно. То есть такой, прям вот, знаете, как на кардиограмме, да, прямая линия. Вот тогда скорее речь идет о том, что, скорее всего, ничего там уже нет. Но это надо проверять. И вы сказали с обеих сторон. То есть, а если одному все равно, а другому не все равно, то вот этот другой, которому не все равно, он может сохранить брак? Если кому все равно... С такими запросами к вам приходят? Приходят, но если тому, кому все равно этот брак не нужен, сохранить невозможно. Вся ситуация в том, что очень часто, с чем я встречаюсь, что приходят не пары, потому что с парами, с ситуациями в семье нужно разбираться вдвоем, иногда вчетвером. Иногда, как у меня была семья из 3 поколений, 3 поколениями, чтобы решить вопрос. Но, как правило, приходят инициаторы, которые почувствовали, что что-то не так. Не обязательно женщины. Женщины чаще всего, но мужчины тоже приходят и говорят, слушайте, что-то как-то вот с женой у меня там нелады какие-то, что-то произошло. И пытаются в одиночку это решить. Это можно, но это очень тяжело, потому что если вторая половина активно сопротивляется, что вы будете решать? Будете вы еще год ссориться. Не знаю, до чего-то добьетесь. Может быть, даже шантажом, угрозами и всем остальным, манипуляциями полегче возьмем. Вы добьетесь, что он останется на какое-то время с вами. Дальше-то что? Всегда вопрос, что дальше? Вы закрываете сиюминутную потребность, а дальше-то что? А мужчины чаще в каких случаях приходят? Да в таких же, что и женщины. Это очень, на самом деле, очень зеркальная история. То же самое. Меня не ценят. Я домой прихожу, в качестве меня используют как кошелек. Я прихожу, никому не интересно вообще, как у меня день прошел. Вот то же самое, только та же женская история. Я там пошу как лошадь, а ему плевать вообще на меня абсолютно. Да? Там вообще он меня воспринимает как данность. Также приходит мужчина. Как обслуживающий персонал. Да, мужчина точно так же повара. приходит иногда ситуация, что, например, ему жена изменила, он об этом узнал, и он теперь страдает и не знает, что с этим делать. Такая же история бывает. В этом смысле мы не сильно-то друг от друга отличаемся. Просто у нас есть социальный стереотип, что мужчине измены поддерживаются, условно говоря, да, опять же.
А женщинам нельзя, типа. Поэтому даже если мы с вами посмотрим статистику, то по статистике официально это, конечно, мужчины значит, не умеют себя в руках держать, а женщины более сдержаны. На самом деле, например, пополам. Все люди — люди. Со всеми все, как говорится, в порядке. Сейчас очень популярен тренд на осознанность, на личные границы. Вот где проходит грань между здоровыми личными границами и эмоциональной холодностью? Вы знаете, личные границы одного человека заканчиваются там, где начинаются личные границы другого. Это нужно понимать. И нельзя их сильно расширять настолько, потому что где-то это действительно приведет к холоду. Это вопрос, где она заканчивается, там, где пара договаривается. Если женщина мужчина приходит домой, говорит: слушай, не трогайте меня, пожалуйста, полчаса, мне надо там от рабочего дня отойти. И всем глубоко плевать, как ты себя чувствуешь, но это прям нарушение личных границ, причем обоюдное. Если вы договорились, что мы друг друга уважаем, и я вижу, что тебе тяжело, давай я тебе помогу, а завтра ты делаешь то же самое там, в отношении меня, тогда никаких проблем не возникает. А потом личные границы у каждого свои. Вы же знаете, например, поколение наших родителей, которые чаще всего жили в однокомнатных квартирах, там даже физически... Еще несколько поколений. Еще несколько поколений, там же про физические границы никто вообще не говорит. Это вот спасибо как раз нашим, если уж вы упомянули, миллениалам и всем остальным, что они там учили родителей. Вот я даже не постесняюсь, мне ребенок учил стучаться в комнату, потому что у меня в квартире, где я жила, не было даже дверей, там ни про какую комнату. Говорит: мам, надо стучаться. Ладно, хорошо. Зачем? Ну, оказывается, надо. Спасибо за науку. Ну вот еще об иллюзии бесконечного выбора, да, то есть если в пору поколения там, наших родителей действительно считалось, что ты должен, ну вот, хочешь, по крайней мере, прожить с этим человеком, там, выбрал один раз и до конца, и серебряная свадьба, и золотая свадьба, то сейчас вот такая иллюзия бесконечного выбора, да, когда кажется, что если вот этот партнер не подошел, то в приложении еще 1000 идеальных людей. Как вот эта иллюзия мешает людям строить долгосрочные отношения, учиться их чинить, или не мешает? Я думаю, что здесь, знаете как, ошибка заложена в коде. Нет идеальных. И для тебя не будет идеального человека. Ну, лучше. Почему у нас есть эти ожидания про идеального? Потому что у нас у каждого есть свои, уж простите за формальное слово, потребности, желания, хотелки, какие-то картинки. У нас есть какие-то травмы, которыми мы партнерам закрываем. Да, почему, например, девочки иногда выходят замуж за мужчин более зрелого возраста? Потому что это какая-то история про папу. Не всегда, но как вариант. Да, что-то он там закрывает какую-то свою такую потребность. Но вся ситуация в том, что наш партнер не психотерапевт. Он это не будет закрывать всю жизнь. Он тебя спасать всю жизнь не будет. Поэтому мы на этом где-то сходимся, но потом дальше у нас происходит вот эта трансформация. И иногда некоторые действительно из-за вот этого спектра выбора перебирают партнеров, потому что ну вот. И благо сейчас развитие психологии вышло на тот уровень, когда действительно приходят женщины не один раз, и мужчины не один раз наступившие на грабли, говорят: нет, что-то здесь не так, вот что-то я действительно неправильно делаю, потому что хочется действительно нормальных отношений, а я в одну и ту же воду пытаюсь наступить уже там, я не знаю, условно какой-то там раз, и каждый раз это приводит к разочарованию. Поэтому это иллюзия. А если вот травмы совпали, то мы живем. То это идеальная семья Вначале, да. Или нет? Это семья, в которой вначале действительно все замечательно и хорошо, до момента, пока кто-то не выйдет на какой-то уровень развития своего или не закроет до конца потребности. Ведь некоторые семьи расходятся не потому, что они ругаются и ссорятся, а потому что все, функция выполнена. Мы друг другу потребность закрыли. Мы через этот брак что-то поняли, может быть, выросли, ровно для того, чтобы теперь совершенно с другой головой идти в другие отношения. Такое тоже бывает. И просто вот приходит пара, у меня была такая ситуация, когда пришла пара разводиться. То есть они оба дошли. Вот это такой редко встречаемый цивилизованный развод, когда люди все поняли, просто пришли подчистить какие-то хвосты для того, чтобы остаться в нормальных отношениях, потому что дети. И смочь дальше построить хорошие отношения в будущем. И к вам они с таким запросом пришли? Да, вот это идеальная история. Вот это я вам сразу скажу, это редкость просто вот. И здорово, что это все-таки появляется, пусть и в таком количестве.
А какие самые частые кризисы переживают современные семьи? То есть, ну, что-то меняется или нет? Ну, там, рождение ребенка, переезд, ипотека, потеря работы. Да все это, все, что вы перечислили. У нас есть такое понятие нормативный, ненормативный кризис. Нормативный кризис, это, конечно, это который примерно, вот я вот очень не хочу, чтобы люди сейчас начали цифры себе подсчитывать, потому что это в каждой семье по-разному Это вот происходит. Любовь живет 3-4 года. потом... 3-4-5 лет, зависит от ситуации, пары и так далее, и так далее. Ненормативный кризис – это все, что связано с работой, с ипотеками, с неожиданными ситуациями, с политической ситуацией, с рождением детей и так далее и тому подобное. Это все, что как бы вот, ну, оно нормально с точки зрения жизни человеческой, но там для нашей семьи это неожиданность. Да, вот, там, переезд в другой город, ну, конечно, кризис. Пандемия наша замечательная. Как она выщелкивала кризисные семьи? Вопрос не в том, что пандемия это случилась. Вопрос в том, что создались условия, где эти отношения просто вот раз поднялись на поверхность. Не все далеко семьи-то переживали проблемы. Кто-то, наоборот, еще больше сблизился когда они сидели дома. Так что это индивидуально. Ну, вот количество браков, по-моему, возросло вообще. Я думаю, что и дети там где-то родились в этот момент. Поэтому кризис не всегда крах. Кризис — это всегда возможность либо что-то поменять кардинально, действительно вот пересмотреть эти вещи. И однозначно это движение вперед чаще всего. Просто иногда через переживание действительно серьезных таких эмоций и через трудности. Но вот мы, люди, через трудности только развиваемся. Мы в хорошей ситуации не развиваемся. Ну, это такая человеческая сущность. Нам нет необходимости. У нас так все хорошо. Зачем? Но самый такой кризис, с которым идут к психологу, наверное, все-таки измена. Вот возвращаясь к вопросу о верности. Измена и холодность в отношении. На определенном этапе наступает действительно момент, когда и в том числе и кажется, и где-то это и есть, что мы стали друг другу неинтересны. Знаете, есть такой даже фильм, по-моему, был «Зуд» 7-го года. Вот когда на 7-м году это обычно чаще выражаться начинает. На 7-м году... Совместная жизнь, да. Ну, потому что как-то мы уже друг друга знаем. Мы уже более-менее какие-то бытовые вопросы порешали за 7 лет. У нас уже что-то произошло. Скорее всего, уже ребенок в школу пошел, если вот прям сразу родился. И как-то нам уже друг с другом не так интересно, как это было там 6-7 лет назад. Вот. Это вот прям как раз тот момент, когда могут случаться измены, как вариант. Такой вот. Я не хочу разрушать семью, но мне что-то не хватает, поэтому я возьму это на стороне. Да? Отсюда вот эта вот абсолютно неправильная история, она абсолютно токсичная и разрушительная, что хороший левак укрепляет брак. Это неправда, он вообще его не укрепляет, потому что рано или поздно это взрывается ситуация, и происходят действительно серьезные какие-то вещи, вплоть до развода со всеми вытекающими отсюда последствиями. И да, вот мы начинаем немножко, казалось бы, охлаждаться. У нас есть еще одна очень интересная иллюзия, которую мы все питаем. Нам кажется, что мы друг друга так хорошо знаем. Вот когда приходит семья, говорит: да я знаю, что он скажет. Я говорю: давайте у него спросим, вот он тут сидит. Иногда, да, она действительно знает, что он скажет. А иногда он говорит: нет, ты вообще неправильно поняла, я вообще другую хотела сказать. И это, опять же, обоюдная история. Мужчина должен говорить: ой, господи, она как всегда. А она там не как всегда, она может быть вообще про что-то другое. Мы забываем, что мы в течение нашей жизни вообще-то оба развиваемся. Мы оба проходим через какие-то опыты. Да? То есть материнство — это один опыт, отцовство — другой опыт. Карьера — один опыт, карьера — другой опыт. И то, что мы делаем вместе, это не значит. И поэтому, когда, например, звучит фраза «где-то было 20 лет назад», да? Вообще-то очень интересно, ты сейчас предъяву кому сейчас предъявляешь ее, да? Женщине или мужчине, которого не существует уже, потому что он за 20 лет-то очень поменялся. Так что вот тоже так бывает. То есть вот таких историй, когда после кризиса и измены семья становится крепче, их не бывает? Или Почему бывает? Бывает. А в каких условиях это возможно? В условиях, когда это чаще всего разовая история измены. Не в смысле с точки зрения акта разовая история, а просто, как говорится, занесло. Да? И когда действительно тот, кто изменил, хочет сохранить семью. Он приоритеты расставляет по-другому. И тогда да. Тогда это... Если семья проходит через эту трудность, а это очень серьезная действительно ситуация в семье, тогда они настолько становятся ближе друг к другу, что это их оставляет вместе.
Но отвечая на вопрос о верности, вы сказали, что это вопрос договоренности. И бывают ведь открытые браки, да? Да, наверное, я не видела. Наверное, они к вам не обращаются. Я думаю, что да. У них проблем нет, потому что... Да, я не знаю, я думаю, что у них есть проблемы, но, может быть, просто не настолько серьезные, чтобы они были такие. Ну, наверное, есть. Ну, я думаю, что есть. А вот семейные ссоры, бывают правильные ссоры какие-то? По какие-то, ну, чему стоит вот поучиться? Там есть теория конструктивных конфликтов даже целая, да? Вот, чтобы не шрамы оставлять, а друг друга лучше узнавать, чтобы этот конфликт к чему-то вел. Вы знаете, здесь важно очень про себя понимать, про другого. Нужно ли вообще ссориться? Конечно, нужно. Не просто нужно, это хороший показатель, что семья живая. Потому что если семья даже ссориться перестала, вот они сосуществуют вместе просто на одной территории, причем друг другу объясняют и себе, что они вместе, потому что дети, причем в этой ситуации крайне страдают, потому что дети прекрасно видят, если маленькие чувствуют, то более старшие они даже это видят, ты понимаешь, что у родителей нет между ними ничего, то ссора является, как ни странно, вот тем толчком, который может вывести семью на новый виток. Слушайте, я сама переживала семейный кризис собственный, я замужем давно, глубоко и плотно, вот, и я прям помню, я даже своим клиентам иногда рассказываю, что мы из кризиса вышли, когда мы поругались из-за программы, в интернете была какая-то передача, просто в аптеке. Мы начали спорить, потому что мне муж говорил, что это вот он про это, я говорю, нет, он не про это. Мы так шикарно вечер провели, и мы поняли, что с этого момента, это потом анализируешь впоследствии, что с этого момента мы вышли на другой уровень коммуникации абсолютно. То есть плохая коммуникация – это лучше, чем никакая коммуникация? Да, если это не ссоры ради ссор. Если это не превращается в игру. Да, вот мы там поскандалили бурно, еще, не дай бог, там дети поучаствовали, там, так далее. И вот они после этого там, помирились красиво и замечательно. Тогда здесь наступает момент, когда вы заигрываетесь. И тоже, это скорее, опять же, любая ссора – это показатель кризиса. Не любая ссора, вот такие ссоры – это точно показатель кризиса и то, что что-то там происходит не так. И опять же, мы выносим с вами за рамки физическое и эмоциональное насилие, потому что это вот прям не те ссоры, которые нужно поддерживать и культивировать. И это не тот показатель, что семья живая. Это скорее страшно, и бежать надо оттуда. Ну вот про физическое насилие, если все понятно, что считать физическим насилием, как бы тут все понятно, то эмоциональное насилие. Вот как понять, где эмоциональное насилие, а где... Давайте с вами просто про эмоциональное насилие. Даже возьмем с точки зрения воспитания детей, мне кажется, это совершенно распространяется на взрослых. Это оскорбление, унижение, это пренебрежение, это сравнение с другими. Вот вам там небольшой перечень эмоционального насилия. Это газлайтинг замечательный, когда ты начинаешь сомневаться в своих словах, потому что я вообще другое тебе сказала. Ты вообще неправильно меня понял. И это когда один из партнеров чувствует себя виноватым. Вот когда другой партнер создает ситуацию, где взрослый человек, неважно, мужчина или женщина, чувствует себя постоянно виноватым, но это прям эмоциональное насилие уже, потому что мы взрослые люди, и мы вообще договариваться должны, а не манипулировать друг другом, что вот, да, ничего полезнее нет в хозяйстве, чем виноватый мужчина. На самом деле там можно в скобках женщины взять, но вот это вот вина очень такой регулятор управления человеком. Когда чувство вины вызываешь, им управлять легче. А вина – это вообще нормальное чувство или… Это же эмоционально-моральный регулятор у нас. На вине у нас очень много что построено. Я думаю, что это нормальное совершенно чувство. Но нужно же понимать, где границы этого всего. Почему за то, что я сегодня работала или работал целый день и не пришел, и, значит, героизм тут не совершил, я должен чувствовать себя виноватым. Да? Я могу формально сказать, слушай, прости, правда, у меня сил нет на это. Но добивать человека, чтобы он прям там умирал от того, что он не смог, это, наверное, какой-то перебор. Вот это прям насилие уже. И иногда тоже с этим приходят и говорят, я как-то не понимаю, действительно так есть. А очень многие не замечают, кстати.
Я говорю, слушайте, вам такие страшные вещи говорят. Да? Ну, вот оскорбление, сравнивание. Унижение, Унижение. да, вызывание чувства вины постоянное. Не прям вот конкретно по делу, действительно, пообещал, не сделал, ты виноват, ну, потому что действительно пообещал, не сделал. Никак это не объяснил. А вот там на ровном месте, когда возникают эти истории. Но опять же, Ирина, тут надо разбираться очень индивидуально. Не хочется, потому что сейчас зрители нас послушают и начнут, значит, себе галочки там ставить. Там, друзья, это не тест, не надо. Все индивидуально. Но и по отношению к детям те же критерии, да? Да, по отношению к детям прям те же критерии. С этого всего все и начинается. Почему иногда взрослые многие терпят? Потому что вообще дети прошли, будучи детьми, они через это прошли, и для них это норма. Но это же методы воспитания. Ну вот, это же были такие методы воспитания. Да, они остались. Не сильно это ты свинья, потому что там в комнате не убрался. Сын маминой подруги лучше. Еще раз, мы путаем два момента, связанных с воспитанием. Мы вообще их, когда взрослые путаем. Мы путаем воспитание на чувстве вины и воспитание на чувстве ответственности. Это разные способы. Мы хотим каждый, чтобы наши дети были счастливы, стали самостоятельными, да, но почему-то воспитываем в них не ответственности и самостоятельности, воспитываем в них чувство вины. А вина — это парализующее чувство. Оно не двигает. Поэтому и когда приходит женщина, которая вышла замуж за мужчину, который был инертным вообще-то с самого начала, ну вот он такой. Он как-то даже и не пытался делать вид, что он другой. Я говорю, я устала на себе его нести. Внимание, вопрос. А что ты вообще его на себе несла? Взрослый дядька он там, с ним все в порядке. Та же самая история, кстати, и с мужчинами. Когда приходит мужчина, говорит, у меня жена инфантильная, я задолбался, честно, вот серьезно. Она там то в истерику, то еще что-то, то еще что-то. Ну сколько же можно женщине 40 лет, я умереть боюсь, аж без меня не выживет. И это, представляете, какой груз ответственности на человеке, что он вообще как бы даже сдвинуться не может, потому что у него на руках, ну, вот, внимание, вопрос. Да, там по молодости тебе, наверное, нравилось, что она слабенькая, такая девочка, принцесса. Вот. Время пришло менять ситуацию. И не обязательно разводиться. Но тут же такой случай, когда ситуацию ты со своей стороны не можешь поменять, а должен человек поменяться как-то. Ну, человек может поменяться в двух условиях. Если он хочет, и если ему создать условия, все. В двух ситуациях. А условия можно создать, ну, в том числе сменой своего поведения. Да, что такое, вот если мы про системную психологию поговорим, потому что я системный семейный психолог, это же взаимоувязанные, мы же друг на друга очень влияем. Если когда приходит, например, вся семья, просто быстрее работается, да, эффект выше. Но когда один винтик-то начинает сдвигаться, понятно, что другая система тоже начинает сдвигаться под этот винтик. Это тоже влияет. А вот тогда партнерские, родительские отношения, стоит их разграничивать? Вот, после появления детей, допустим, да, первых особенно, вот вы стали родителями, и вот мы теперь папа и мама. И мы забыли про то, что мы мужчина и женщина. Но мы должны забыть на какой-то период, что мы мужчина и женщина. Потому что если у нас новорожденный ребенок, вообще-то пуп земли в этот момент он. Это называется функциональный треугольник. И лет до 3 минимум. Это вообще абсолютно нормальная история. Когда папа с мамой забыли, что они муж с женой. И даже если они приходят к психологу, он говорит, вам нужно, знаете, на свидание сходить. Я думаю, что у них главное свидание, это чтобы они выспались вообще. У меня даже семья такая была, что они, значит, сняли... По-моему, даже это где-то в сериале я тоже видела ситуацию, что они сняли гостиницу, бабушки их отпустили, и все, что они там делали, они просто спали. Вот в усмерть. Какое в баню свидание? Там как-то не до мужчин и женщин выжить бы. Все зависит от того, на какой стадии это происходит, и какую функцию дальше начинает играть ребенок в семье. Потому что иногда он опять продолжает быть центром вселенной, и это нехорошо ни для ребенка, ни для мамы с папой. Потому что дети как взаимно связывают родителей. Да? Потому что это тот человек, который сближает. Также и разделяет взаимно. Это очень такие вот, опять же, зеркальные процессы, потому что у нас есть объект заботы, но этот объект заботы не позволяет нам общаться друг про друга, потому что мы все время про него. И в определенном возрасте, когда ребенок наступает, когда он уже более-менее в детский сад ходит, уже как-то относительно самостоятельно, вот этот момент можно уже разбирать. А где вы здесь, в этой ситуации? Ну вот по опыту своему, раньше 7 лет я вот не видела, чтобы мне приходили как-то и
мучились с этим вопросом. Но если позже 7 лет, то родители должны отношения друг к другу ставить выше, чем отношение к ребенку, да? Вообще-то Это эгоизм или это залог здорового развития детей? Вообще-то отношения друг к другу выше должны быть с самого начала и до самого конца. Мы занимаемся воспитанием младенца просто потому, что он без нас не может. Но у нас ситуация, когда мама приходит домой, и детям глубоко все равно, что она устала, это очень странная ситуация. Потому что от мамы очень много что зависит. Да? И то же самое, да, там папа должен, значит, в воскресенье умереть, сдохнуть и сделать что-то. Понятно, что папа свою папскую функцию выполняет, но надо, наверное, ему иногда все-таки давать возможность отдыхать. У нас детоцентрированное общество. И понятно, что это связано с демографической ситуацией в нашей стране, в частности. Мы действительно детей очень часто ставим во главу. На самом деле это такая перевернутая иерархия, которая не является полезной для семьи. Потому что дальше потом есть трудности личностные у самого ребенка, значит, и в подростковом возрасте, и дальше, и дальше. И есть между родителями тоже эти трудности, потому что, ну вот, например, приходит папа с мамой, и папа сидит и говорит, а меня не слушает никто. Вот есть семья, это она и ее дети, которые их дети, да? А есть я. Папа так на периферию выкинут, он по орбите что-то там вращается. Вот. Тоже такие частые достаточно истории происходят. Поэтому здесь очень важно не то, чтобы... У нас просто, знаете как, у нас еще и разум очень в крайностях. Мы, значит, если ребенка не ставить в центр, значит, там, о противоположности его бросить. Почему бросить? Надо посередине. Понятно, что мы ухаживаем, мы делаем все, что нужно, но это не значит, что про себя-то забыть надо. Да? Это не значит, что у меня 5-летний ребенок решает, куда мы сейчас идем. Или 12-летний ребенок решает, куда мы едем в отпуск. Или 14-летний ребенок решает, пап с мамой могут куда-то вообще пойти без него или не могут. В смысле, ребят, с чего? Кто взрослый-то в этой семье? Да, или вот у меня реально была ситуация, когда пришла мама и пришел ребенок. Ребенок 4 класса. 4 класс. И вот они сидят, и понятно, что мама, она там вообще не мама. Там вот сидит человек, который рассуждает, командует. Он такие вещи творил. Я просто... Здорово вообще. Да. Последний вопрос на сегодня. Если бы нужно было дать один, но самый главный совет парам, которые сегодня вас слушают, что бы вы сказали? В чем секрет? Ну, я, наверное, скажу какую-то банальность в этом смысле, потому что такие опросы делали среди пар очень-очень взрослых, и все сказали терпение. И это правда. И на самом деле тут терпение не в смысле «мне плохо, я должна терпеть», а скорее про то, что не нужно делать быстрых выводов. И не нужно торопиться. И не нужно говорить «а, я все понял». Потому что мы про себя-то плохо понимаем, про другого еще хуже. И здесь это всегда повод пойти и хотя бы понять, правильное его решение принимаете или нет. Я вам как психолог скажу, я не топлю за разводы или сохранение браков. Это решают 2 взрослых человека. Я топлю за возможности попытаться все-таки что-то сделать. Хотя бы для себя самого, чтобы потом не было обидно, что ты принял неверное решение. За бесцельно прожитые годы. Это вы сказали. Спасибо вам, Алена, Спасибо. за содержательную беседу. Как Толстой говорил, да, все счастливые семьи счастливы одинаково, все несчастные несчастны по-своему. Ну да, и Толстой тоже был не идеален. Ну что ж, все лето смотрите нас по четвергам в 19:15 на телеканале Якутия-24. Расскажем обо всем в деталях.